Конституция оказывает позитивное воздействие на укрепление стабильности института публичной власти, является для нее нравственным ориентиром справедливости и гуманизма. Становление и развитие основного закона страны, анализ понятия конституционного права, выделение важнейших видов его источников, изучение развития российского конституционализма. Эти и другие вопросы обсуждают участники научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции России. Проанализировать конституционное право России, раскрыть основные понятия, термины, относящиеся к конституционному праву Российской Федерации, вспомнить конституционные новеллы, которые были внесены на референдум в 2020 году, и, в принципе, рассказать об основных правах и обязанностях граждан Российской Федерации. Также в ходе встречи особое внимание уделили выявлению проблем правового развития страны в современном обществе. Конференция постепенно перешла в формат дискуссии. Студентам была предоставлена возможность задать интересующие вопросы по главному нормативно-правовому акту государства, любому из докладчиков. Действует во всех субъектах страны, имеет высшую юридическую силу. Конституция Российской Федерации сегодня является важным документом, определяющим права человека и гражданина. Утвердил Россию как суверенное государство, а президента страны назначил гарантом ее сохранности и исполнения. Ни одно государство, ни одна страна не может функционировать без Конституции. То есть в Конституции у нас заложены самые основные, фундаментальные государствообразующие принципы функционирования всех государственных органов. И каждый свято должен чтить эту Конституцию и постараться ее соблюдать. В этом году Конституции страны исполняется 30 лет. За последние 90 лет в России было принято 5 основных законов. После распада Советского Союза новую Конституцию Российской Федерации по результатам всенародного голосования одобрили 12 декабря 1993 года. Полный текст основного закона страны опубликовали 25 декабря. Через год вышел указ президента России, который установил 12 декабря как государственный праздник. Современная конституция страны установила в России новый государственный строй, закрепила разделение властей на 3 ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Об истории главного документа страны, его изменениях в своих докладах рассказали и студенты вуза. Большинство ученых считает, что сегодня можно констатировать, что Конституция была основополагающим документом современной российской государственности, стала основой единства и целостности нашего государства. Площадку организовали депутаты Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия». Они отмечают, что знать Конституцию Российской Федерации должен каждый гражданин страны, в том числе и молодое поколение. И именно с этих знаний начинается формирование гражданской позиции. Основная цель, смысл, содержание всех этих мероприятий, тем более этого мероприятия, это чтобы каждый человек, гражданин нашей страны, в первую очередь понимал, осознавал свои права и обязанности. Это основной акцент. Ну и, конечно, это, несомненно, это повышение уровня правовой культуры наших жителей, граждан России. Грамотное применение этих законов – норма цивилизованной жизни, а также мощный рычаг для повышения ее качества. Именно Конституция декларирует права человека и обеспечивает их соблюдение. Диана Дударова, Магомед Дарсигов, Новости 24.